Так, из представителей МВД. Кто будет? Он один, да? Сегодня? Фамилия, сейчас, секунду. Абдралиев Арген Турумбекович. Абдралиев? Так точно. Так, да, слово предоставляется представителю МВД Абдралиеву Аргену Турумбековичу. Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики. МВД полностью поддерживает постоянного представителя Конституционного суда Жогорку Кеңеша, постоянного представителя администрации президента и также представителей государственных органов. И считаем, что в уголовно-процессуальном законодательстве на стадии досудебного производства заложено, что привлечение качества обвиняемого, избрание меры пресечения, объявление об окончании ознакомление со всеми материалами уголовного дела и направление уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного акта с обязательным участием адвоката. И если обвиняемый находится вне пределов Кыргызской Республики и уклоняется от явки органов следствия. Да? Также на стадии судебного разбирательства предусмотрено рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого, если он находится вне пределов территории Кыргызской Республики. Да? Также, согласно статье 243 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, обвинение предъявляется в присутствии адвоката не позднее с момента вынесения постановления о привлечении качества обвиняемого. В случае неявки обвиняемого или его адвоката обвинение может быть предъявлено по истечении 48 часов. То есть в уголовно-процессуальном законодательстве уже предусмотрено заочное предъявление, заочное применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, если он уклоняется или находится вне пределов Кыргызской Республики, да, и также рассмотрение судов без участия обвиняемого. И министерство считает, что оспариваемые нормы адвокатом Айткуловым не противоречат Конституции Кыргызской Республики в связи с тем, что уже в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрены все нормы, которые регулируют действия следователя при производстве уголовного судопроизводства, да, получается. И хочу еще отметить, что после возбуждения уголовного дела следователем принимается 3 решения. Это направление в суд, прекращение или приостановление. Приостановление, если местонахождение обвиняемого неизвестно, если не установлено лицо, совершившее преступление в связи с болезнью, также если у него имеется иммунитет. Да? И направление в суд и прекращение на основании статьи 207 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В данном случае, если местонахождение обвиняемого известно правоохранительным органам, то есть следственным органам, и он уклоняется от следствия, то в данном случае остается только дело направлять в суд. Да? Если приостановить по пункту 1, это противоречит нормам УПК также, потому что там конкретно прописано, если не установлено местонахождение обвиняемого. Также согласно статье 256 Уголовно-процессуального кодекса, следователь после ознакомления с материалом уголовного дела участника процесса и решения всех ходатайств составляет обвинительный акт и направляет дело для утверждения в прокуратуру. Да? Согласно главы 6 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, участникам процесса со стороны защиты это подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный и адвокат. Данный случай говорит, что если адвокат обвиняемого ознакомлен с материалом уголовного дела и не внес ходатайство, свои ходатайства на действие, бездействие или на нарушение норм УПК при производстве следствия, по уголовному делу составляется обвинительный акт и направляется в суд направляется в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, последующее направление в суд для рассмотрения по существу. Да? Так. В части, что все действия должны прописываться в Уголовно-процессуальном кодексе, согласно закону о нормативно-правовых актах,
части 2 статьи 11. Общие требования, предъявляемые к форме и структуре нормативно-правовых актов, при изложении норм права следует избежать чрезмерного обобщенных либо чрезмерно детализированных формулировок. То есть я считаю, что в Уголовно-процессуальном кодексе все конкретно урегулировано, то есть и нет необходимости, считаю, что признать именно вот оспариваемые нормы статей неконституционными. Да? Также хочу отметить, что вот ранее озвучили, что приостановлено уголовное дело более 3000, да, более 3000. Ну, я больше чем уверен, что это все уголовные дела приостановлены по пункту 1, то есть не установлено местонахождение обвиняемого. А по пункту 4, если вот у него имеется иммунитет, это единичный случай, да, так же как вот в нашем случае, что направили в суд. И именно вот при направлении в суд рассматриваются именно эти критерии, да, если не установлено местонахождение обвиняемого. Также у обвиняемого есть полное право назначить себе одного адвоката, 5 адвокатов, 10 адвокатов. Он, то есть в полной мере мог защитить свои права. А также вот адвокат Айткулов говорит, что он вынужденно, иметь конкретному делу, например, да, вынужденно покинул страну. У нас имеется закон о защите лиц. И в Уголовно-процессуальном кодексе есть целая глава защита участников процесса, то есть у нас есть целое управление по поручению следователя, они осуществляют непосредственно обвиняемого, его близких в случае реальной угрозы жизни или здоровья. Да? Вот в связи с этим я считаю, что данные нормы УПК не противоречат Конституции. У меня все. Все, да.